соберем своего робота-тележку. Юные программисты роботопроектированием начали заниматься совсем недавно, но азы программирования учащиеся уже освоили. Перед тем, как написать алгоритм выполнения определенного действия на компьютере, робота нужно собрать из имеющихся деталей по готовой схеме. Это опора для мотора. Тут два мотора будут соединяться. Два мотора будут держаться на этом. И, например, вот как видим на этой картине, вот как эта схема, мы соединяем два мотора. Пока одни только начинают собирать своего робота, другие уже приступили ко второй части задания. Начинающий программист Адам Мачеев роботостроением начал заниматься всего пару месяцев назад, однако уже прекрасно разбирается в системе создания алгоритмов. Сейчас он трудится над очередной программой, согласно которой его умная машина должна четко и последовательно делать развороты во время движения. Вот эта программа – это рулевое управление. В рулевом управлении мы заставляем робота само по себе езжать направо, налево, вперед, назад. Сейчас вот в первое рулевое управление я поставил, он едет вперед. Я хочу сделать квадрат само по себе. Потом скорость 50 и оборотов 2. Это обязательно. Программа готова, осталось загрузить ее в робота и протестировать. Это позволит выявить недочеты в программе и исправить их. Вот сейчас он поехал правильно, ровно, и вот сейчас будет момент. Любые промахи – это возможность учиться на ошибках, поэтому ребята не отчаиваются и заново берутся за составление алгоритма действий. Несмотря на юный возраст, многие из них уже решили, кем станут в будущем. Саид Паров, к примеру, уверен, что умная машина, которую он смодулирует, непременно станет одной из лучших в своем роде. Я мечтаю сделать такого робота, чтобы он был как с размером с человека, чтобы он мог делать команду какую-то. Ну, например, если я что-то забыл, он мне может, я ему дам команду, чтобы он мне это принес. Впрочем, на это и рассчитывают инициаторы молодежного проекта «Реновация». Ребят стимулирует и вдохновляет необычный подход преподавателей и игровая форма обучения. Для нас важно, чтобы ребенок, приходя сюда, чувствовал, что он вне школы, что он вне формальной системы образования. Вот такая вот неформальная обстановка, которую мы пытаемся создать, позволяет ребенку более чувствовать себя раскрепощенным. И вот на этом фоне, в рамках этого состояния легче и глубже усваивать и понимать предмет, который ему транслирует наш преподаватель. Первые результаты кропотливой работы уже есть. Сунжинский филиал Центра молодежного инновационного творчества открылся совсем недавно, однако уже сейчас радует преподавателей школы. Необычное хобби их воспитанников положительно влияет на учебу и интеллектуальное развитие школьников. Учащиеся, посещающие этот кружок, да, именно робототехнику, они показывают хорошие результаты и по другим предметам, потому что, начав заниматься именно этой компетенцией, этим направлением, они более собраны, более обязательны. Такому полезному досугу родители школьников только рады. Если уже сейчас помочь детям найти в себе скрытый талант, быть может, в скором будущем каждый из них сможет реализовать себя и достигнуть немалых высот. Мадина Пугоева, Адам Далаков, Новости 24.